Еще раз о смыслах и актуальности праздника Победы в современных реалиях. Мы уже не раз говорили, что все эти интерпретации России как осажденной крепости, которую штурмуют силы цивилизованного мира, не выдерживают критики. Даже за эти 2 с лишним года, что длится специальная военная операция, мы не потеряли ни одного ключевого союзника, а напротив приросли многими важными партнерами. Россия так или иначе симпатизирует большая часть мира, страны глобального юга, Китай, Индия, Африка и значительная часть Латинской Америки. И, конечно, большинство стран СНГ и, безусловно, наш ключевой союзник и партнер – Организация исламского сотрудничества. Символично, что в Московский Кремль в День Победы посмотреть парад на Красной площади приехали иностранные лидеры. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Гвинея-Бисау, Кубы, Лаоса. Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоко Эмбало встретился с Владимиром Путиным, а уже 10 мая прибыл в Казань в рамках своего визита в нашу страну. В международном аэропорту Казани его встретил Рустам Минниханов. Напомню, на прошлой неделе во время визита в Гамбию, где Рустам Минниханов по поручению руководства страны возглавлял российскую делегацию на саммите глав государств и правительств стран-участниц Организации исламского сотрудничества, состоялась беседа раиса республики и президента Гвинеи-Бисау. В ходе разговора Рустам Минниханов пригласил Умару Сиссоко Эмбало посетить Татарстан. И визит в Казань, подчеркну, очень насыщенный визит, состоялся меньше, чем через неделю. Очевидно, что в новых геополитических условиях взаимодействия с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Татарстан в этом направлении играет важную роль, а группа «Россия. Исламский мир», которую возглавляет раис Татарстана, выступает объединяющей международной общественной платформой. На следующей неделе в Казани откроется 15-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Он проходит при поддержке Организации исламского сотрудничества. Владимир Путин в своем обращении к участникам форума подчеркнул: Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику. Президент особо отметил большое значение очередного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» и выразил уверенность в том, что работа форума будет содержательной и конструктивной и послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнерства стран и народов. И в этой связи хочу сегодня еще раз подчеркнуть: Рустам Минниханов, как руководитель группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», представляет сегодня в мире не только Татарстан, но и всю Россию. Во всех значениях и смыслах Эльзира Юзаева. В пустыне есть какой-то такой глубинный потенциал, который вот не передать словами, но ты это чувствуешь душой. Не зря говорят, что все пророки были воспитаны пустыней. На первый взгляд безжизненные огромные территории с неимоверно жесткими, практически неземными, нечеловеческими условиями во все времена были местом духовного притяжения и осмысления своего бытия. Для чего ты пришел, что ты можешь дать этому миру и какой след оставишь после себя. Он организовал и не одну гуманитарную миссию из Татарстана после землетрясений в Марокко, в Турции, чтобы быть рядом с духовными братьями, которые стали жертвой стихийного бедствия. Его караван добра оказывал и помощь беднейшим населенным пунктам Мавритании, самой бедной страны планеты, где до сих пор люди живут в соломенных домах и лачугах. Именно там сегодня развивается татарстанский флаг как символ солидарности и милосердия. Всегда я с собой вожу татарскую тюбетейку, татарстанский флаг. То есть мы там реализуем благотворительные проекты. Любой проект, который мы реализуем, всегда вывешиваем татарстанский флаг, чтобы популяризировать нашу республику. Нищета и блеск, безжизненные пустыни и благоухающие оазисы небоскребы, упирающиеся в небеса, золотые залежи нефти – в этом и есть парадокс арабского мира, который мало кому, мало где и мало когда был понятен. В отличие от России, которая исторически так уж сложилась, господа, но с арабским Востоком всегда имела ментальную и духовную связь через татарский мир.
Самая северная столица исламского сообщества, как именуют ее правоверные мусульмане во всем мире, это древний город Булгар, где более 1000 лет тому назад был принят народами ислам. Веками эта связь обрастала невидимыми и крепкими узами. Только у России сегодня есть этот бесценный исторический опыт исторического сосуществования мусульман юга и севера. С образовательной точки зрения мы же сейчас тоже оказываем влияние своим наследием, татарским богословским наследием, которое еще в начале 20 века гремело по всему миру. Это и труды Марджани, и труды Мусыбегиева, и труды Курсави. Сегодня это возвращается. Не только к нам приезжают иностранные преподаватели обучать наших студентов канонам ислама, но и наша литература, и наши знания об исламе, они идут за рубеж. Татарга тылмаш кирятми. То есть говорят, что татарину переводчик не нужен. То есть это имеет очень глубокий смысл, поскольку он татарин, в общем-то, он жил в Российской империи, он знал и арабский язык, он знал и тюркские языки, он, естественно, владел русским языком. С этой точки зрения татарский фактор, как некий мостик выстраивания отношений с мусульманским миром, он идет в течение многих веков, и сегодня как бы этот процесс продолжается. Сегодня свыше 57 государств исламского мира объединены в единую международную организацию исламского сотрудничества. В 2005 году Россия вступила в эту организацию в качестве страны-наблюдателя, а через 3 года уже организовала постоянное представительство при ней. Но важно ведь не просто заявиться, а найти контакт, точки соприкосновения всеобщих интересов. Важную роль во взаимодействии с мусульманским миром сегодня играет группа стратегического видения России «Исламский мир», председателем которой является раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. 15-й саммит глав государств и стран-членов Организации исламского сотрудничества в этом году прошел в столице Гамбии, в городе Банджул. По поручению руководства страны Рустам Минниханов возглавил делегацию из России. В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась встреча раиса Татарстана с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заид аль-Нахаяном. Прошли встречи также с президентами Гамбии Адамом Бэрроу и с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био. Мир был однополярным, и поэтому, естественно, особенно страны от Персидского залива, они экономически во многом зависели от США и западноевропейского рынка. Вот это, естественно, это не так просто. То есть сказал, что «ах, я буду сегодня работать в России». Так не получается. И поэтому надо стратегически определить свою линию, и постепенно надо менять вектор своих политических и экономических интересов. Это сегодня происходит. Участники встречи отмечали, что благодаря теплым и дружественным отношениям с президентом России, с исламским миром, республика всегда находит понимание и поддержку в реализации многих совместных проектов. К примеру, товарооборот между Татарстаном и Арабскими Эмиратами уже достиг 71 миллиона долларов. Более тесное сотрудничество необходимо налаживать и со Сьерра-Леоне, где пока, к сожалению, уровень торгово-экономических отношений с Татарстаном невысок. Вместе с тем, на рынке Африки наши вертолеты и грузовые автомобили пользуются большой популярностью. Во всех сферах нужны конкретные действия. Сегодня России и Арабскому Востоку нужно больше живых контактов, больше представителей бизнеса, шире рынки сбыта, больше квалифицированных ученых, историков, филологов, арабистов. Точки соприкосновения обширны, начиная от науки до образования, промышленности, культуры и искусства. Глобальных процессов и роль глобальная, конечно. Роль глобальная. Не случайно вот на 15-м саммите стран Организации исламского сотрудничества он возглавлял российскую делегацию. Это вообще признание роли Рустама Нургалиевича, признание авторитета Республики Татарстан в связях с исламским и тюркским миром. Говорят, что история многое стирает из памяти, но невозможно забыть многовековую связь, которая объединяла не одно поколение людей. Современный мир диктует новые условия, больше правил, но и больше возможностей. Международный экономический форум «Россия. Исламский мир» в этом году планирует собрать в Казани свыше 11 тысяч участников из 79 стран мира. Татарстан действительно становится местом промышленного инвестиционного потенциала и духовного, и научного притяжения. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.